выборов очередной транш для Украины. С какими еще новостями из Швейцарии вернется украинский президент? Петербургские депутаты пустили в ход кулаки, дерутся из-за передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Судьба 7-летнего мальчика, выжившего после авиакатастрофы в Кыргызстане. Все его родственники погибли, когда самолет рухнул на жилые дома. Жак Шелык не знает о том, что его родители и сестры погибли. Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Все о главных событиях дня. Это «Настоящее время Прага». Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Вице-президент США Джо Байден уверен, что Москва пытается уничтожить Европейский Союз. Это заявление он сделал сегодня, выступая на очередной сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Байден предупредил, что Россия будет вмешиваться в избирательный процесс во время грядущих выборов в Европе. Под руководством Путина Россия использовала все доступные средства для того, чтобы свести на нет европейский проект, нащупать линии разлома между западными народами и вернуться к политике сфер влияния. И речь не только о США. Европа видела подобные атаки и раньше. Многие страны в Европе проводят в этом году свои выборы, и нам стоит ожидать дальнейших попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится снова, я вам обещаю. Джо Байден в своей речи несколько раз упомянул Украину, подчеркивая, что страна избрала путь борьбы за демократические ценности и нуждается в поддержке. Поддержку от Швейцарии Украина получит в самое ближайшее время. Это кредит в $200 миллионов. До конца января Украина получит $100 миллионов, которые поступят на счета Национального банка. Это финансовая помощь от Швейцарской конфедерации. Первая часть транша, который направлен на поддержку Украины. В Давосе президент Украины встретился с президентом Швейцарии Дорис Лойдхарт. Говорили о том, как ускорить совместное расследование преступлений предыдущей украинской власти и возвратить в страну замороженные активы, которые сейчас находятся в швейцарских банках. Правда, как именно стороны собираются этого достигнуть, не сообщается. Россия предоставила гражданство 10 беркутовцам, которых обвиняют в расстреле активистов Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года. Новый паспорт получил, в частности, бывший командир спецроты подразделения Дмитрий Садовник. Об этом заявил прокурор Роман Псюк на суде, где рассматривается дело бывших сотрудников Беркута. По его информации, российское гражданство все 10 человек получили в 2014-2015 годах. В Святошинском суде Киева продолжается процесс над 5 бывшими беркутовцами. Все они сейчас под стражей. Суд продлил их арест до марта. 20 февраля 2014 года в Киеве снайперами были расстреляны 49 протестующих и 4 сотрудника правоохранительных органов. Тем временем МВД России не предоставляет Украине полной информации о количестве украинских граждан, получивших российские паспорта. По словам первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, Киеву удалось получить лишь данные о беженцах. За весь 2015 год и 10 месяцев 2016 Россия признала беженцами 115 украинских граждан. Приезжают в Украину и россияне. Это происходит, в частности, по политическим причинам. Так, сменить место жительства решил российский журналист, родившийся в Украине, один из лидеров еврейской общины России, Павел Фельдблюм. Как он написал в своем фейсбуке, с момента аннексии Крыма его жизнь в Москве стала компромиссом с самим собой. По данным украинской миграционной службы, в последнее время россияне стали чаще просить убежища в Украине по политическим мотивам. Количество граждан Российской Федерации, которые обратились в миграционную службу по вопросам получения защиты в 2015 году, составило 79 человек. За 11 месяцев прошлого года 69 человек. В 2014 году был всплеск, обратилось 130 россиян. Раньше цифры были намного меньше. Преимущественно речь идет о преследовании по политическим мотивам, также из-за религиозных убеждений. Мы не разделяем заявки по профессиям. Процедура рассмотрения соответствует Конвенции ООН. Из тех россиян, которые к нам обратились в прошлом году, отказ получили 18 человек. Петербургские депутаты устроили потасовку в законодательном собрании. Драка произошла из-за передачи Исаакиевского собора под управление Русской Православной Церкви.
Депутат от «Яблока» Михаил Амосов выступил против принятия постановления «Единой России» и ЛДПР в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Амосов заявил, что хочет внести в постановление поправки, но спикер Заксобрания Вячеслав Макаров оставил его без внимания. Тогда депутат начал скандировать требования дать время на внесение изменений в документ. Представители партии власти пытались решить вопрос силой. Скандал вокруг Исаакиевского собора вспыхнул после того, как губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, обладатель 7 орденов РПЦ, решил передать собор церкви. Творческий союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петербургский союз ученых и некоторые депутаты Заксобрания города выступили против этого решения. В опубликованном Союзом ученых открытом письме говорится, что передача собора нарушает 44-ю статью Конституции Российской Федерации, в которой говорится о праве каждого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры. Вот сегодня это музей. При этом в среднем проводятся по 2 службы в день, никто не ущемляет верующих, прекрасно уживается музей и религиозные мероприятия. Хоть попытка передать музей здание Исаакиевского собора церкви придет к тому, что работа музея будет парализована, она придет к тому, что город будет уже брать на себя расходы на содержание и сохранение памятника, а церковь будет только получать доходы. Я считаю, что это неправильно, это вообще взрывает ситуацию. Исаакиевский собор ежегодно посещают более 3,5 миллионов туристов, из которых паломники, по данным администрации, составляют менее 1%. Годовой доход культурного памятника – 800 миллионов рублей. Инициатива губернатора вызвала недовольство многих жителей города. Петицию против передачи храма-музея церкви подписали более 170 тысяч человек. Петербуржцы уже несколько раз выходили на митинги протеста. На 28 января запланирована многотысячная акция в поддержку музея. В ответ на реакцию противников инициативы в РПЦ попросили не устраивать революцию. Протоиерей Александр Пелин призывает к взаимной терпимости. Важно говорить, что вообще закончилась эпоха противостояния, эпоха гражданской войны. Кто-то хочет ее раздуть. Нужно говорить о мире, нужно говорить о том, что пора вместе идти, взявшись за руки, идти в храм и молиться. Мнение о передаче собора РПЦ не спросили ни у петербуржцев, ни даже у самих работников Исаакия. А между тем, далеко не все сотрудники госучреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации. Это «Настоящее время Прага». Главные темы далее. Что будет с заключенным сотрудником военной разведки США? Челси Мэннинг, информатор Wikileaks, сможет выйти на свободу? Судьба 7-летнего мальчика, выжившего после авиакатастрофы в Кыргызстане. Все его родственники погибли, когда самолет рухнул на жилые дома. Жак Шилык не знает о том, что его родители и сестры погибли. Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Бойкот со стороны конгрессменов и готовящиеся протесты в Вашингтоне. Что еще происходит в США за 2 дня до инаугурации Дональда Трампа? Жуткие последствия крушения самолета в Кыргызстане. 7-летний мальчик после недавней авиакатастрофы остался совсем один. Сейчас решают, с кем именно останется жить ребенок. Его родители погибли. Рухнувший с неба самолет лишил первоклассника и его 2 младших сестер. Сотни людей в республике уже объявили о том, что готовы усыновить мальчика. Жибек Бегалиева с места крушения лайнера. Как тебя зовут? Меня зовут Джахшут. А сколько тебе лет? 7. А жети орысшагында болот? 7. Сейчас в Кыргызстане, наверное, нет человека, который не знает Жакшылыка. Его история потрясла многих. Страшная авиакатастрофа унесла жизни всей семьи мальчика. Мамы, папы и 2 младших сестер. Когда наш дом только разрушился, мне ужасно захотелось есть. О том, что случилось в тот день, Жакшылык рассказывает сам. Об упавшем самолете, о том, как он очнулся посреди развалин, обо всем, кроме одного. О маме с папой первоклассник не говорит и даже не спрашивает. Вот так стоял сарай, там была дверь, потом мой дом разрушился, а сарай остался. Вы это видели, снимали это? Все дома, начиная со 2-й улицы, на которой мы брали воду, и заканчивая 8-й улицей, были разрушены самолетом. Он потом взорвался. Все дома остались под руинами. О том, что никто из его семьи не выжил, Жакшылыку еще не рассказывали. Хотя тетя мальчика в личном разговоре делится. Племянник, возможно, догадался сам. Жак Шилык не знает о том, что его родители и сестры погибли.
Но при этом он говорит, чтобы я не ждала его папу и маму. Не знаю, может, он чувствует или видел что-то. О том, что он не хотел ехать домой в тот день, Жакшылык рассказал соседке по палате. Сдерживая слезы, женщина до сих пор крепится. Плакать при мальчике запретили врачи. Жакшылык сказала папе: давай останемся у дедушки. Они, оказывается, привезли младших дочек на осмотр врачам в город. Накануне они все с мамой и папой ночевали у дедушки, а на следующее утро Жакшылык проснулся среди развалин дома. Рассказать о том, что Жакшылык теперь остался один, родственники решились лишь на утро. В день похорон его родителей и сестер. Сегодня в этом доме прощаются сразу с 4 близкими людьми. Мой сын Шералы Уулу Уларбек был 90-го года рождения. Моя невестка Акмарал 91-го года рождения. Внучки Сабина, Аида. Одной было 5 лет, второй 2 года. Папа Жакшылыка работал водителем маршрутки в Бишкеке. Мама была домохозяйкой. Когда 7 лет назад в молодой семье родился сын, родители вместе решили назвать мальчика Жакшылыком. Счастье, благо, так переводится его имя с кыргызского. С таким именем, им казалось, их сын обязательно должен быть счастливым. Джубек Бегалиева, Азат Антумаков, Бексултан Абубакир Уулу. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Челси Мэннинг, информатор Wikileaks, сможет выйти на свободу уже в мае нынешнего года. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, указ о сокращении срока заключения бывшего сотрудника военной разведки США подписал президент Барак Обама. За разглашение секретной информации и передачу сотен тысяч американских документов военного и дипломатического толка проекту Wikileaks Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. Публикация этой информации спровоцировала один из самых серьезных дипломатических скандалов. Основатель сайта Джулиан Ассанж назвал смягчение приговора победой. Около недели назад в Твиттере он заявил, что готов сдаться американским властям в случае помилования Челси Мэннинг. Впрочем, пока неизвестно, как скоро Ассанж выполнит свое обещание. Приговор по делу Мэннинг суд вынес в 2013 году. Уже находясь в тюрьме, он добился разрешения на операцию по смене пола и взял женское имя Челси. За время своего заключения Мэннинг по меньшей мере дважды пытался покончить с собой. Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор подписали более 100 тысяч человек. Практически одновременно с публикацией решения президента США из Москвы поступило сообщение о том, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сможет и далее оставаться в России. Ему продлили вид на жительство. Напомню, что на родине ему грозит пожизненное тюремное заключение за публикацию информации о программах слежки спецслужб США за гражданами своей страны и других государств. До инаугурации Дональда Трампа остается 3 дня, и чем ближе день его вступления в должность, тем больше скандалов разыгрывается вокруг избранного президента США. Судебный иск, бойкот со стороны конгрессменов, дипломатические претензии из Пекина и готовящиеся протесты в Вашингтоне. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. По оценкам американских спецслужб, инаугурацию 45-го президента США посетят до 900 тысяч человек. Это в 2 раза меньше, чем на церемонии вступления в должность Барака Обамы. Но и от этого числа приглашенных Дональд Трамп может не досчитаться некоторых гостей. Уже более 50 конгрессменов заявили о бойкоте церемонии. В интервью телеканалу Fox Трамп призвал их вернуть билеты. Что касается тех людей, которые не пойдут на церемонию, то с этим все в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты. Трамп также призвал своих сторонников приехать 20 января в Вашингтон. Туда же собираются и его противники. Заявки на проведение протестных акций до и после инаугурации подали более 30 групп. В субботу в Вашингтоне пройдет марш женщин. Аналогичные акции планируются во всех 50 штатах. Многие участники намерены перейти вот в таких шапках. Их называют «Pussy Hats» в честь знаменитой реплики Трампа, который в 2005 году хвастался приставанием к женщинам. Авторы идеи и волонтеры уже связали более 10 тысяч пусси-шапок. Я сама пережила изнасилование. Это сделал человек, имевший высокое положение в обществе. И я рада вязать эти розовые пуси-шапки. Если это заставит людей обсуждать сексуальное насилие, насилие в семьях, насилие людьми с высоким статусом, я хочу сказать, это ненормально. Во время избирательной кампании 12 американок обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. Политик все отрицал и называл женщин лгуньями. За 3 дня до его инаугурации одна из них, участница реалити-шоу «Ученик» Саммер Зервас, подала против Трампа иск о защите чести и достоинства.
Справедливость должна восторжествовать. Мы считаем, господину Трампу необходимо ответить на обвинения мисс Зеверс в суде, а не посылая сообщения в Твиттер из его спальни посреди ночи. Демонстрацию во время инаугурации Трампа планируют и, например, сторонники легализации марихуаны. Они намерены раздать перед церемонией более 4000 сигарет с травкой. Мол, без них 4 года президентства Трампа будет пережить очень сложно. Мы делаем это, чтобы отстаивать наши права, заявить, что мы не отступимся от своих позиций по легализации марихуаны, которая может принести много денег и рабочих мест и улучшить здоровье людей. Инаугурация Трампа проходит при рекордно низком рейтинге. Согласно опросу Гэллоп, избранного президента поддерживают лишь 40% американцев. Для сравнения, рейтинг Барака Обамы при вступлении в должность был в 2 раза выше. Трамп, как всегда, ответил в Твиттере. Те же люди, что делали неверные опросы о выборах и так ошиблись, сегодня занимаются рейтингом поддержки. Они предвзяты, как никогда ранее. Зато россияне, по опросам того же Гэллоп, поддерживали Трампа еще до избрания. Положительно о нем высказываются и в Кремле. На инаугурацию Трампа от России приедет посол США Сергей Кисляк, как и положено по протоколу. А вот приглашение тайваньской делегации стало нарушением инаугурационных традиций. США поддерживают политику одного Китая и вслед за Пекином не признают независимость острова. Трамп, уже лично беседовавший с президентом Тайваня, намерен это пересмотреть. Пекин выразил свое возмущение. Мы вновь призываем США не допустить посещения инаугурации президента делегаций от тайваньских властей и не поддерживать никаких официальных контактов с тайваньскими чиновниками. Позиция Китая уже была четко и однозначно объяснена администрации США и команде Трампа. Инаугурацию обычно посещают и экс-президенты США. Обязательно присутствие уходящего лидера и его супруги. Посетят церемонию Джордж Буш-младший и чета Клинтонов. А вот 92-летний Джордж Буш-старший мероприятие пропустит из-за здоровья. В субботу он был госпитализирован. Сейчас его жизни, по сообщению врачей, ничего не угрожает. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». Латвия превращается в настоящую алкогольную мекку. Цена за бутылку спиртного в стране в 1,5-2 раза ниже, чем у соседей. У границы с Эстонией стали открываться настоящие алкомаркеты. Теперь терпеть это Таллин не мог и предложил изменить законы Евросоюза, чтобы сократить количество бутылок, которые можно перевозить из одной страны ЕС в другую. Сейчас любому европейцу, чтобы пройти таможню, достаточно сказать, что его полный багажник спиртного для личного потребления. Латвийский город Валка стоит прямо на эстонской границе. Когда-то на этом месте был контрольно-пропускной пункт. Граница давно открыта, а вместе с ней открыты все возможности для международного бизнеса. В маленьком городке на 6 тысяч жителей 5 крупных специализированных супермаркетов по продаже спиртного. Здесь говорят алкошопы. И не то чтобы местные так много пили. Местные в алкошопы забегают редко. Основные покупатели – эстонцы и финны. Валка теперь алко-столица Латвии. Мэр города объясняет, бизнес есть бизнес. Для региона это живые деньги. Но, конечно, все-таки это рабочие места, все-таки это место, которое стало лучше выглядеть, как раньше. Инвестор сделал рынок, сделал публичные туалеты очень хорошего уровня. Второй хороший пример – хостел для 45 мест. Желающих купить спиртное задешево много. На парковке перед алкостором нет свободных мест. Кассиры объясняют, работаем каждый день, не поднимая головы. Каждое дело делается у нас только с пьянкой. Все хорошие дела делаются по пьянке. Так что в любом случае без этого не обходится. Так что приятно, что люди приходят, покупают, а мы стараемся им помочь в этом. Долго с нами разговаривать у Семы нет времени. Надо нести со склада новые ящики с пивом и водкой. Раскупают быстро. Маленькие корзинки в этом магазине даже не выдают. Да мало здесь никто и не покупает. В магазине в основном слышна эстонская речь. Хотя продавцы говорят, заезжают и финны, и латыши, не только из Валки, но и из Риги или даже из Даугавпилса. Кирилл сначала провел 2 часа на пароме, потом еще 3 часа в дороге, чтобы из Финляндии добраться до Валки. Что набрали, рассказывайте. Лонгеро и водку Конскин-Корова. Ага, это для себя, для друзей? Для себя. Водку, кстати, покупают больше всего. В Финляндии алкоголь дороже примерно в 3 раза, в Эстонии в 2. Даже традиционный эстонский ликер Ванна Таллин в Валке наполовину дешевле, чем в Таллине. Это у меня заказ. Просто там
Ребята попросили, я им отвезу. Мать с собой, теща. Мы ходили туда в продовольственный магазин и по ходу уже беру чуть с собой. Эстония борется с алкоголизмом, а победа достается Латвии. Налоги от продажи алкоголя, сигарет и топлива идут в латвийскую казну государства. Акцизный налог, который платят продавцы алкоголя, сигарет и топлива, это 11% дохода всего бюджета Латвии. Почти 900 миллионов евро в год. Этих денег хватает, чтобы полностью содержать всю систему образования в стране. С нового года Эстония подняла акциз на алкоголь еще на 70%. Власти латвийского города Валки уже подыскивают свободную землю под новые алкошопы. Мария Андреева, Алексей Иванов, Балтия. Неделя. Вновь в Россию. В Хабаровском крае жители бывшего пересыльного пункта для политзаключенных борются за чистый воздух. Люди требуют от властей закрыть угольный порт рядом с их домами. Говорят, дышать просто нечем. Кругом угольная пыль, вода и почва загрязнены. В своих жалобах местные жители дошли даже до Путина. За это одного из активистов начальство порта лишило премии. Репортаж Екатерины Пономаревой. Утренняя смена. Это порт Ванина. Вот это последствия ночной смены. Это видео сделал работник порта Ванина Александр Егоров, чтобы показать, как предприятие загрязняет акваторию Татарского пролива. Год назад сотрудники прокуратуры и чиновники нашли здесь серьезные нарушения. Обещали разобраться, но до сих пор ничего не изменилось. Что руководство что-то конкретно делало, вводило какие-то там пушки снеговые, там еще. Это ничего не делается. Одну пушку, что купили и показали все наглядно, сделали съемку, что она как бы работает. Она не работает. Она одна единственная, и она уже позавчера сломалась. За то, что Александр снял это видео, а следом написал Владимиру Путину, его лишили премии и сделали выговор. Руководство порта уверяет, они в меру своих возможностей заботятся об экологии и сотрудничают с властями. А Егорова оштрафовали, потому что он нарушил должностную инструкцию. В начале рабочей смены человек получил задание выполнять определенную работу. Но не выполняя данную работу, которая ему была обозначена, он занимался видеосъемкой. И только из-за этого, скажем, было применено взыскание дисциплинарное к нему, потому что все сотрудники акционерного общества обязаны выполнять свои должностные обязанности и обязанности по инструкции в полном объеме. При Сталине поселок на берегу Татарского пролива Японского моря был пересыльным пунктом для заключенных, которых везли на Колыму. До Ванина поездом, дальше до Магадана морем. Позже порт занимался транспортировкой леса, пока в последние годы не взялся за экспорт угля. Это выгодно, но об экологии никто не подумал, говорят местные. С малых лет я сам ходил на рыбалку в этот порт, ловил там и камбалу, и навагу, ну это наша рыба, там окунь, да. Всегда это можно было. Сегодня, по рассказам тех же портовиков, там невозможно ничего поймать. Во-первых, один слой идет угля, который сегодня при перегрузке идет, а второй слой идет глинозема, который также оседает. Ну, естественно, эта акватория бухты полностью будет, сами понимаете, загажена. И никакой биоресурса никогда мы больше уже ничего не увидим. Люди начали жаловаться властям еще 3 года назад. Угольная пыль везде. В прошлом году прокуратура наконец подала в суд на порт. Тот вынес решение, что предприятие не соблюдает природоохранное законодательство и обязал руководство порта исправить 13 грубых нарушений. Помимо требований провести инвентаризацию источников загрязнения, прокурор потребовал использовать оборудование, снижающее негативное воздействие на атмосферный воздух. Власти тогда громко заявили, что взяли дело на свой контроль. Но за это время из 13 нарушений порт кое-как устранил 3. Сейчас крайний срок для устранения нарушений в порту 31 января. Дальше будут новые предписания и новые крайние сроки. И если уже эти требования порт не выполнит, власти обещают его закрыть. Александр Егоров продолжает работать на предприятии. Увольняться не собирается. Как тогда кормить семью? Вместе с поселковыми активистами он готовит митинг против порта и верит, что общественный резонанс и письмо президенту помогут ему сохранить и экологию родного поселка, и работу. Екатерина Пономарева для настоящего времени. На этом пока все. Наши выпуски вы можете найти в YouTube и на нашем сайте currenttime.tv. Это «Настоящее время». Кристина Суворина. До свидания.